Республиканская библиотека для слепых. К 70-летию Победы и Году литературы посвящается Михаил Шолохов. Судьба человека. Впечатление читателя. Рассказ Шолохова «Судьба человека» произвел на меня неизгладимое впечатление. Такой небольшой рассказ, а емкий очень. Там судьбы советских людей, множество советских людей. Андрей Соколов был не один такой. Мой дядя, 18-летний, бывший школьник, закончил школу в 41 году с золотой медалью. Ему прочили блестящее будущее. Он ушел на фронт, попал в окружение в Белоруссию, стал подпольщиком и погиб в застенках гестапо. Казалось бы, молодой человек, еще не очень-то сложившийся. И тем не менее, советские люди выстаивали такую тяжелую войну. Вот этот рассказ и показывает судьбу наших людей, а точнее даже нашу русскую душу, нашу душу советского человека. Он был не один такой, Соколов. Меня больше всего поразило то, что вот действительно он раскрыл секреты русской души. Души, которая в тяжелые времена проявляет все свои самые отличные качества. Доброту, человечность. Столько детей тогда становилось беспризорными. И он все-таки, вот этот мальчик, вот знаете, без слез смотреть невозможно, не смотреть, не слушать невозможно этот рассказ. Я на одном дыхании прочел эту книгу, а она мне глубоко запала в душу. Мне эта книга очень понравилась, она очень интересная и показывает все ужасы войны и переживания. На долю главного героя выпали сложные испытания, но он не сломался, а смог остаться человеком. Я держу в руках книгу Михаила Шолохова «Судьба человека». Здесь отражена судьба не одного человека, а всего советского народа. Я много читаю, и один из моих любимых произведений – это книга Михаила Шолохова «Судьба человека». И думаю, что каждый должен прочесть эту книгу, чтобы понять суть войны. Я твой отец.